подвели итоги недели. В студии Анастасия Чубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. В России всплеск заболевших, рекордный суточный прирост. Волна омикрона, предупреждает врачи, не будет похожа на предыдущие. Прогнозируют, что омикрон он вытеснит дельта-штамм и будет уже превалировать, преобладать. Новые симптомы и все меньше времени на то, чтобы понять, что вирус уже внутри. Наблюдается общая слабость. Просто сил нет двигаться, что-то делать и так далее. Десятки лет за решеткой, за годы ожидания, так и недостроенные дома. Руководители Килстройинвеста отправились в колонию. Похитили у дольщиков денежные средства более 2,5 миллиардов. Что ждет так и не состоявшихся жителей Миловского парка и когда республика сможет забыть про долгострои? К 2024 году понятие обманутый дольщик как класса должно перестать существовать. Говядина как деликатес, а макароны словно прямиком из Италии, в чем россияне стали себе отказывать из-за высоких цен. Молоко раньше было сколько? Сейчас почти 90 рублей, 89. Какая связь между бензином и овощами и ждать ли снижения стоимости продуктов? Первое, это, конечно же, пандемия. Она повлияла на товарооборотные цепочки, то есть у нас в начале года возник определенный дефицит. Отпраздновали с огоньком. Свой профессиональный праздник инженерные войска отметили боевыми учениями. Штурм зданий, разминирование дороги и мост из ниоткуда. Эксклюзивные кадры работы инженерных войск. В России за сутки вывели рекордное число заразившихся коронавирусом более 63 тысяч человек. Для сравнения, в прошлую волну максимальное количество было около 41 тысячи заболевших. В Башкортостане за сутки COVID-19 диагностировали у 339 человек, 11 пациентов погибли. Башкирские медики готовятся к волне омикрона. В ковид-госпитале уже поступили первые пациенты с новым штаммом коронавирусной инфекции. Чего ждать от омикрона и что привнесла новая мутация в коронавирус? Подробнее в следующем сюжете. Bugün taytmayız abi. Bugün taytırga yarama erten vaxtın ütünder. Bize yatıp durursun elinde yeme. Главное уйден берешме. Передать тепло оказалось можно даже сквозь латексные перчатки на руках, которыми сжимает ладонь больного. Пациенты отдали бы все, чтобы, открыв глаза, увидеть не больничные, а родные стены. Многие так устают от бесконечной борьбы за жизнь, что готовы скинуть кислородную маску и отправиться умирать домой. Вот только даже перевернуться без помощи врачей у пациентов не получается. Ночью получилось спать? Поспали, ладно. Дышать полегче стало, да, уже? Ладно. Если в начале пандемии врачей из-за комбинезонов называли коронавтами, то теперь и пациенты словно в скафандрах. Эти шлемы – альтернатива кислородным маскам. Многие пациенты, которые боятся замкнутого пространства, не воспринимают такой вид респираторной поддержки. Но этот щадящий такой метод, и когда пациент получает оптимальную концентрацию в более мягком режиме. Врачи уже готовятся к увеличению количества больничных коек. Едва выдохнув после окончания 4-й волны, медики ждут 5-ю. Первые пациенты с новым штаммом омикрон уже поступили в ковид-госпитале республики. Соотношение дельта с омикроном пока как бы половина на половину, но уже мы, эпидемиологи, прогнозируют, что омикрон он вытеснит дельта-штамм и будет уже превалировать, преобладать. Анализы тех стран, где уже они столкнулись и имеют дело с омикрон-штаммом, что он более легко протекает, что реже попадает в реанимационную койку, но это на тех территориях, где все-таки коллективный иммунитет более 80% достигнутый. То есть это вот вакцинированные, и они 80% коллективным иммунитетом с омикроном вот видят такой вот течение. Пока в европейских странах статистика пугающе растет, российские власти еще готовятся к подобному развитию. Первыми зараженными были туристы, вернувшиеся из-за границы. Но сейчас все чаще обнаруживают подхвативших омикрон внутри страны. И контагиозность, способность заражать у нового штамма в разы выше. Очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, на слизистой носа, на слизистой горла гораздо быстрее, чем все его предшественники. Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается. И человек становится опасным, заразным, человек, который встретился с этим вирусом, уже в первые сутки, до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо.
Опасность нового штамма в том, что он лучше обходит иммунитет, чем дельта, а значит и число зараженных среди вакцинированных и переболевших может быть больше, чем во время прошлой волны. Если относительно дельта штамма, у нас количество по контактным было в среднем где-то 7 человек, то у штамма омикрон количество контактных до 27 человек. Это говорит о том, что людей он больше заражает, но необходимо отметить, что течение болезни отмечается легкое и средней тяжести. Это подтверждает и отсутствие всплеска смертности на фоне взрывного роста числа заразившихся в официальной статистике ЮАР, где и была обнаружена мутация. В отличие от прошлых штаммов, омикрон вызывает насморк и больше похож на простуду. Там 65-75% мутаций. Фактически она сильно изменен этот вирус. Наблюдается общая слабость. Просто сил нет двигаться, что-то делать и так далее. И здесь отсутствуют симптомы потери обоняния и осязания. Очередная генерация этого вируса показывает то, что этот вирус искусственный. Как уже предполагали многие люди, что это может быть последним вариантом мутации коронавируса. Это дает надежду на то, что вирус встанет в один ряд с сезонным гриппом. Но сказать со стопроцентной уверенностью сейчас не берется ни один специалист. Уже очень часто COVID-19 пугал своей непредсказуемостью. Но жизнь не останавливается. Уфу ждет масштабное преображение к 450-летию. Жители увидят городские парки обновленными и экологичными. На этой неделе глава Башкортостана Ради Хабиров встретился с уфимцами, чтобы обсудить проект благоустройства прилегающей территории к озеру Теплое и бульвару Баландина, а также будущее микрорайона Инорс. Руководитель республики поставил задачу учитывать мнение горожан. Какие же преображения ждут уфимцев, узнала Екатерина Тимиряева. Большие дела требуют учета любых маленьких деталей. Как стоит благоустраивать прибрежную территорию озера Теплое и бульвар Баландина в Уфе, лично выяснил глава Башкортостана. Ради Хабиров встретился с жителями одного из крупнейших микрорайонов столицы – Инорса, и узнал, чего они хотят. Встреча стала долгожданной. Хотелось бы очень поблагодарить, что наконец-то лед тронулся. Мне важно было, что с вами посовещались, с вами посоветовали. Конечно, вы подтверждаете. С самого начала. Знаете, жизнь немножко, правда, как устроена. Значит, приходим, я своих гоняю, посовещались. Начинаем работать, приходит толпа людей и говорят, а что вы с нами не посвящались? Жизнь она как? Вы пришли, вы нашли время. Кто-то на работе был, кто-то тогда не хотел. Поэтому совещаться надо много. Мнение каждого жителя, который стал участником встречи с руководителем республики, записали. Реконструкция будет проводиться в рамках федерального проекта по обновлению как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха «Городская среда». В рамках этого проекта обсуждение было колоссальное. То есть полностью весь Инорс в курсе. Чтобы каждый мог оставить свой комментарий, где-то что-то. Да, в этом плане проработали очень хорошо. 2 года назад были, да, это? В 2020 году. В 2020 году мы были. Вот год с лишним назад были, да? Полтора года назад. Я тогда тебе сказал, вот это дело, все, начинаем выходить. Территория вокруг озера Теплое – одно из самых популярных мест отдыха у жителей со всего города. Поэтому так много небезразличных горожан. Нам необходимо освещение, дорожка пешеходная. Потому что после обеда хочется прогуляться, вроде темно, опасно опять же. Когда услышали, что будут благоустраивать, очень обрадовались, потому что здесь много домов строится, много семей молодых с детьми маленькими, и нам негде гулять. Только одна трасса осталась на весь Инорс. Все сюда уже приходят. Также люди обратили внимание на то, что необходимо сохранить экосистему озера Теплого и зеленую зону вокруг водоема. Ради Хабиров подчеркнул, что в рамках благоустройства проведут очистку территории от сухостоя и старых деревьев и высадят саженцы-крупномеры, а само озеро очистят от мусора. Такие вещи, которые связаны с благоустройством вот именно территории вокруг домов, парков, скверов, вообще нельзя делать без учета мнения жителей, потому что тогда это просто бессмысленно, потому что им здесь жить, они знают, что им нужно. Нам очень важно сохранить экосистему. Вот это, наверное, самое главное. Здесь очень аккуратно все нужно будет делать. Все-таки и лес здесь, и вода. Вот это одна из самых главных проблем. Определенное у меня смущение вызывает то, что здесь уже построили ряд коммерческих объектов. Вот наша задача сейчас с ними найти общий язык. И людям что обидно-то? Здесь 2 пляжа всего лишь нормальных. Они все платные. Это неправильно. Поэтому здесь, безусловно, будет бесплатный пляж. Реконструкцию проведут в 2 этапа. Первый в 2022 году на участке
участке бульвара Баландина от улицы Мушникова до озера Теплого и берега озера между домами по улице Мушникова 7/3 и 13/8. В рамках второго этапа в 2023-м обустроят береговую зону озера и территорию вдоль бульвара Баландина. И отдельная зона будет выделена именно для молодежи. Это небольшой скейт-парк, первый бетонный скейт-парк в республике, в Уфе, в Уфе. Он не такой шумный, как обычный деревянный, более удобный для трюков, такой современный. Там же будет стритбольная площадка, такое место, где молодежь может потусить, собраться и как-то по интересам пообщаться. На месте стихийных автостоянок появятся зоны отдыха и парковочные карманы. Также в планах благоустроить районную площадь и сквер у реабилитационного центра, расположенных неподалеку. Проект включает велопешеходные маршруты, понтонные пирсы, площадку для выгула и тренировки собак и многое другое. Построят здесь и гребной канал, где смогут заниматься воспитанники Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Спортивный объект стоимостью почти 400 миллионов рублей включили в Республиканскую адресную инвестиционную программу. Это очень нужный объект, однозначно, потому что тем самым мы сможем вывести в первую очередь гребной слалом наш. Он и так у нас как бы две сильнейшие спортсменки в России, то есть это наши воспитанницы, это Миназова Алсу и Дарья Шайдурова. И в целом мы сможем привлекать спортсменов со всей России к нам на сборы, то есть чтобы у нас здесь готовились, тренировались. Ради Хабиров подчеркнул, что благоустройство общественных пространств – это приоритетное направление в работе. Ежегодно будут приводиться в порядок парковые территории Уфы. Уже преобразились Первомайские, сквер Дубки, завершаются работы в парках Кашкадан и Южный, в планах парк нефтехимиков и парк в Деме. В каждом случае мнения жителей обязательно будут учитываться. Новый облик столицы завершат к 450-летию Уфы, и он станет не неожиданным, а продуманным и взвешенным. Екатерина Тимиряева, Азат Ишбулатов, Равиль Рахимзянов, Виктор Демидов. Итоги недели. Цены на продукты снова штормит. Наибольший рост стоимости показали зерновые культуры, молочная продукция и растительное масло. Помимо этого взлетели в цене овощи и мясо из-за неурожая, подорожания удобрений, сырья и упаковки. В прошлом году инфляция в республике по официальным данным достигла 7,8%. Этот показатель стал самым высоким с 2015 года. Как рост цен переживают уфимцы, узнала Айгуль Хатыпова. Чувствуется, по карману-то бьет. После знакомства с новыми ценниками на продукты, которые раньше не глядя клали в корзину, теперь нередко оставляют на полке, не по карману. Приходится выбирать что-нибудь подешевле. Особенно тяжело увеличение стоимости переносят пенсионеры. Молоко раньше было сколько? Сейчас почти 90 рублей, 89. Откуда пенсии хватит? А как живете? Дети помогают. Детям спасибо. Как это не заметить? Серьезно подорожало. Вообще все в целом подорожало. Морковь, там картофель, все это опять-таки крупы подорожали. Молочка выросла. Я сама лично люблю, например, творог потреблять по утрам. И я ориентируюсь на эту продукцию. Творог, я не знаю, какие-то цены запредельные. В целом стоимость минимального набора продуктов за последние 12 месяцев выросла на 20%. Особо резкий скачок цен произошел в предновогодние праздники, говорят сотрудники магазинов. В конце 2021 года в основном произошел большой скачок цен на обычные продукты питания. Письма приходили от поставщиков постоянно с предупреждением о повышении цен. Но у некоторых и так автоматически. Покупательская способность снизилась, да, люди все-таки смотрят на цены и уже берут минимальные товары первой необходимости, уже стараются не шиковать. У нас, так как магазин пошаговой доступности, у нас покупатели одни и те же. Они замечают, очень остро реагируют на подъем цен. Мы стараемся идти им навстречу и держать минимальную наценку. С такими ценами даже обычный кусок говядины для кого-то превратился в почти недоступный деликатес. Она, конечно, и раньше не была дешевой, но в прошлом году ценники на мясо бодались особенно резво. За прошедшие 12 месяцев стоимость говядины выросла на 11%, свинины и баранины на 17%. Однако, пожалуй, больнее всего по бюджету ударил рост цен на продукты первой необходимости – муку, хлеб, макароны и молочку. Инфляция по республике в 2021 году составила 8,7%. Это в 1,7 раза выше аналогичного показателя 2020 года. Из овощей и фруктов лидерами роста цен стали капуста,
в 2,8 раза выросла цена, картофель в 1,7 раза, свекла, чеснок в 1,6 раза. Наравне со стоимостью продуктов в республике растут и цены на топливо. Только за 2020 год стоимость бензина и дизеля выросла на 8,2%. Если в конце 2020 года литр 95-го стоил 45 рублей 15 копеек, то сегодня, согласно ТАБО, за тот же литр водителям придется заплатить уже 49 рублей 75 копеек. В начале января сразу две крупные сети повысили цены на бензин. Увеличение стоимости топлива бьет не только по кошелькам рядовых автомобилистов, но и по сельхозпроизводителям. А это, в свою очередь, тянет за собой подорожание и других товаров. Однако, помимо цены на бензин, есть и множество других факторов, влияющих на конечную стоимость продуктов. Первое, это, конечно же, пандемия. Она повлияла на товаропроизводящие цепочки, то есть у нас в начале года возник определенный дефицит, потому что овощи прошлогоднего урожая у нас закончились, а засушливое лето в южных регионах Российской Федерации повлияло на то, что овощи нового урожая пришли к нам значительно позже. И это, конечно же, повлияло на ценообразование. Но еще ряд факторов. Это то, что пандемия как раз ограничила передвижение людей. Сбить темпы роста цен в этом году поручил Владимир Путин. Власти могут изменить закон о торговле для сдерживания инфляции. Минпромторг и Минсельхоз предложил следить за наценками, срезать бонусы и переходить на прямые договора с производителями. Однако часть экспертов считает, что такой вариант может не принести результата. Это борьба со следствиями, но не причинами роста цен. Регулирование только одной торговли, конечно же, обойтись нельзя. Мы все прекрасно знаем, что государственное регулирование цен именно в торговле, оно дает чрезвычайно такой краткосрочный характер. А в долгосрочном периоде это все-таки несет некие угрозы в виде появления теневого рынка, в виде появления дефицита продовольствия. Только лишь этот закон, он повлиять на рост цен не может. Надо начинать с самых основ. Это как раз стоимость ресурсов для предприятия, то есть кредитных ресурсов, финансовых ресурсов, расценки на тарифы естественных монополий, расценки на грузоперевозки, которые привязаны к росту цен на топливо. Вот с этого надо начинать. Работы в этом направлении уже ведутся. Вторую неделю подряд дешевеют яйца и мясо птицы. Снизилась стоимость некоторых базовых продуктов. А что касается овощей, то в силу сезонности этой продукции ожидать снижения стоимости, по мнению специалистов, можно только при новом урожае. Айгуль Хатыпова, Константин Шергазин. Итоги недели. Застройщики, по вине которых появились обманутые дольщики, должны компенсировать ущерб бюджету страны. Об этом на неделе заявили на межведомственном совещании под руководством Радия Хабирова. Сейчас ситуацию с пострадавшими, которые годами ждут новоселья, активно решают за счет бюджета. При этом мошенникам уклониться от ответственности не удастся. На днях состоялся приговор по громкому делу застройщиков Миловского парка. Люди до сих пор ждут, когда их дома построят. В подобной ситуации еще свыше 4000 человек. Так какой план у властей и кто уже получил свои ключи? В материале Артура Шамсудинова. Свыше 100 долгостроев и около 10 тысяч человек. Такова была ситуация с обманутыми дольщиками еще 4 года назад. Казалось, разрубить этот Гордиев узел уже невозможным. Многие сами не верили, что когда-нибудь справят новоселье. С приходом Радия Хабирова ситуация в корне изменилась. Более половины пострадавших на сегодня уже либо заселились, либо получили компенсацию. Все это ведется в рамках, в том числе, прежде всего, поручения президента страны. Решение президента к 2024 году понятие обманутый дольщик как классно должно перестать существовать. Для этого есть решение в целом по организации нового строительства. И второе, есть ресурсы, которые президент выдержал. И есть институты, которые по решению президента были созданы, в том числе фонд поддержки обманутых дольщиков. Мы обсуждали уже следующий этап. Что волнует людей? Первое, у них украли деньги. Где эти люди, что с ними происходит и так далее. Речь о преступлении и наказании. На решение проблемы участников долевого строительства из бюджета уже потрачено более 10 миллиардов рублей. И эти средства необходимо компенсировать. Разумеется, не за счет граждан, а руководителей стройкомпаний, которые обманули людей. По самому крупному делу дольщиков Миловского парка наконец вынесли приговор организаторам. Руководители компании «Килстройинвест» получили сроки от 10 до 6 лет колонии с конфискацией имущества на 400 миллионов рублей. Путем мошенничества похитили
У дольщиков денежные средства более 2,5 миллиардов. Дольщиков жилого комплекса «Миловский парк». На рассмотрении еще десятки уголовных дел. Речь, в частности, об организаторах регионстройкомплекса. Фундамент многоэтажки по улице Энгельса они начали закладывать еще в 2012-м. Дом должен был стать элитным, однако застройщик выполнить свои обязательства не смог. Правоохранительные органы усмотрели в действиях компании признаки мошенничества. Один из руководителей, по информации дольщиков, сейчас находится на Кипре. Долго искали. И смотрим, значит, вот дом. И место неплохое, и потолки, самое главное, высокое. И смотрим, он уже достроенный, под крышей. Ну, рассчитались, договор заключили, рассчитались. И должны были они сдать в начале 2016 года. И потом что-то пошло не так. Решить проблему этого и десятка других домов удалось благодаря тесному взаимодействию местных чиновников и Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства. На очереди еще свыше 4000 дольщиков. Проблемы более половины из них возможно решить уже в этом году. Мы постараемся с 2023 года передвинуть несколько адресов, там порядка 5 адресов на 2022 год. И нам кажется, что с руководством республики налажена такая прям ежедневная серьезная работа по защите прав граждан. А более того, мы уже посмотрели, мы не видим здесь появления новых пострадавших граждан. Это тоже немаловажно. Спасибо большое коллегам за такую работу. Республика в антирейтинге по числу обманутых дольщиков среди регионов страны. Некоторые люди ждут новоселья последние 15 лет. Финал уже близок. Практически по всем проблемным объектам намечены решения и составлен график. Вместе с этим перед властями стоит еще одна задача – не допустить на строительный рынок новых мошенников, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Родион Матвеев. Итоги недели. А вот где строительство не останавливается даже ночью, в феврале в Башкортостане откроют сразу 2 ковид-госпиталя. Клинико-диагностические инфекционные центры строят по типовым проектам. Новые медицинские учреждения возводят в Туймазах и в Сибае. Они будут принимать пациентов из западной части республики и Зауралья. На строительной площадке побывала моя коллега Лилия Курбанова. Металлические конструкции – это скелет будущего туймазинского ковид-госпиталя. Анатомическое медицинское учреждение станет близнецом типового проекта. В форме курая первое такое сооружение построили в Зубово, когда эпидобстановка ухудшалась день ото дня. Сейчас, по словам медиков, ситуация лучше, но специалисты ждут новую волну. У нас с первых дней самая высокая заболеваемость в западной зоне в республике. Всегда первые места занимали. Скоро новая волна ожидается коронавирусной инфекции, тем более новый штамм омикрон. 5-ю волну ждем. Первый подобный ковид-госпиталь в республике построили всего за 55 дней. После башкирский курай зацвел в других городах России. Клинико-диагностические инфекционные центры по такому проекту есть под Челябинском, в Оренбурге, сейчас строят в Белгородской области. В Челябинске это «Ромашка», не знаю, как Белгород назовет свои госпитали, но у нас несколько другой проект, у нас «Глазик», потому что у него есть и верхние реснички, и нижние реснички. Строительство клинико-диагностического инфекционного центра в Туймазах начали 11 декабря. Запустить объект планируют уже в середине февраля. Несмотря на скорость возведения, строители ручаются за качество. Прослужить эти здания должны не меньше полувека. В корпусах очень тепло будет, потому что идет по принципу термоса. Наружная стена, значит, внутренняя еще есть стена. И достаточно такая утолщенная кровельная панель. А вдобавок ко всему идет еще потолочное перекрытие, то есть это как бы двойное утепление. По челябинскому варианту больные просили уменьшить отопление, значит, из-за того, что как бы жарко в палатах. Сейчас ковид-пациентов лечат в этом трехэтажном здании. Больных привозят из Шаранского, Бакалинского, Туймазинского районов, Туймазов и города Октябрьский. На данный момент заполнено меньше 50 мест. До коронавируса в этом корпусе располагались травматологическое и неврологическое отделение. Здание планируют отремонтировать и после открытия нового ковид-госпиталя вернуть сюда профильных больных. Параллельно тот же генеральный подрядчик строит сейчас ковид-госпиталь в Сибае. Там на неделе начали сборку каркаса зданий. Условно говоря, монтаж всех металлоконструкций мы произведем
к концу января, я так думаю, если не будет никаких загвоздок, то есть не будет метели в дорог. В состав каждого ковид-госпиталя войдет взрослое отделение на 40 боксов, реанимация, интенсивная терапия для инфекционных больных на 10 боксов, приемно-диагностическое отделение, экспресс, лаборатория и аптека. Также будет кислородная станция, своя дизельная электростанция и газовая котельная, вертолетная площадка. Работа на обоих объектах ведется круглосуточно, как, впрочем, продолжится и после открытия, но уже в защитных костюмах. Лилия Курбанова, Вадим Исламов. Итоги недели. Уфа под снегом. Хотя осадки прекратились, многие городские улицы до сих пор остаются под сугробами. Это создает аварийную обстановку. Машинам зачастую приходится выезжать на встречную полосу. Не просто и пешеходам, особенно с детскими колясками. Коммунальные службы проводят механизированную уборку дворов, и там ситуация понемногу приходит в норму. Азат Садриев побывал на наиболее сложных участках. Это, пожалуй, главный дорожный долгострой башкирской столицы, улица Комсомольская. После многолетнего ремонта проезжую часть здесь расширили до 3 полос в каждом направлении. Однако, как вы видите, по одной из них сейчас не пройти, не проехать. Крайний правый ряд в данный момент находится подо мной, вот под метровым слоем сугроба. Водителям приходится парковать свои машины во втором ряду. Ну и для проезда остается лишь крайний левый ряд. Из-за этого в часы пик на данном участке дороги регулярно образуются пробки. Даже невооруженным взглядом можно увидеть, ширина сугроба более 5 метров. Местные жители говорят, что механизированная уборка от бордюра до бордюра не проводится. Под снегом местами остались и тротуары. Особенно после Нового года вообще ни разу не было никого. Ну и то же самое и с тротуаром взять, то же самое. И ни разу за весь сезон ни разу нигде не убирали. Сначала тут надо попытаться не сломать себе голову. А теперь вот тут непонятно как подняться, да, классно. Не просто и жителям спальных районов. В Сипайлово родителям с колясками не всегда удается попасть на тротуар, приходится обходить сугробы по проезжей части. А вот во дворах ситуация постепенно нормализуется. Коммунальные службы ежедневно проводят механизированную уборку порядка 250 придомовых территорий. Задействовано 650 дворников и 140 единиц техники. Работы ведутся комплексно. Начинаются козырьки убирать, полностью вырезается до асфальта снежный покров, подходы к подъезду, проезжая часть дороги, парковочные карманы, открываются поребрики, открываются контейнерные площадки в круговую, все до асфальта. Но как бы ни старались дворники и трактористы, выполнить работу идеально получается не всегда. И виной тому, как ни странно, сами жители, некоторые из них наверняка жаловались на заваленные снегом парковки и тротуары. Мешают нам припаркованные машины. Нюансы какие вот. Они мешают, вот не было бы их, мы бы все почистили. Идеально. Еще? Объявление все вешаем? Объявление вешаем, конечно, заранее. Но они у нас не убираются. Казалось бы, обычная штыковая лопата, но как ее можно усовершенствовать? Однако голь на выдумку хитра. Чтобы увеличить площадь обрабатываемой поверхности, дворники подпиливают вот эту вот нижнюю острую часть лопаты. Таким образом, за один удар площадь обрабатываемой поверхности увеличивается в 3 раза. Ну, убирает очень хорошо, каждый день. Если снег, обязательно с утра, с 5-4 часов они начинают уже убирать. Очень хорошо убирает, поэтому мы очень довольны. Спасибо им большое. А вот так еще пару дней назад выглядела улица Пархоменко. Риск попасть в аварию здесь был максимальным. Зачастую автомобилям приходилось выезжать навстречку. И причина была не только в припаркованных машинах, а в большей степени в 2-метровых сугробах, которые росли с каждым снегопадом. После нашего сюжета дорогу наконец привели в порядок. Почистили не только проезжую часть, но и тротуары. Так что пробок здесь теперь стало меньше. Осталось дождаться, когда спецтехника доедет и до Комсомольской. Азат Садриев, Азамат Мухаммедшин, Владимир Шевчук. Итоги недели. А сейчас события, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой. Полиция поймала мужчину, напавшего на пенсионерку в Уфе. 19 января злоумышленник на улице Менделеева попытался отобрать сумку у пожилой женщины, но та дала отпор. В ответ преступник ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшую госпитализировали. Оперативники по горячим следам задержали нападавшего. Им оказался 30-летний житель Кармаскалинского района. Как сообщили в МВД, злоумышленник был ранее судим за убийство, кражу и уничтожение чужого имущества. Одна из пострадавших при пожаре на УМПО скончалась. Об этом в соцсетях сообщила ее дочь. В начале недели в одном из цехов предприятия ОДК УМПО произошел хлопок с возгоранием смеси бензина. 2 сотрудниц получили ожоги разной степени тяжести. Их доставили в больницу. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Капитальный ремонт старого моста через Белую в Уфе начнется 1 марта. Его будет проводить компания «Уралмостострой». Она стала единственным участником и победителем конкурса на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию и выполнить ремонт моста до конца августа 2025 года. Стоимость контракта составила 4 миллиарда рублей. В Башкортостане открылось первое модульное кафе с готовым стилистическим решением. Это пилотный проект в рамках концепции развития придорожного сервиса, утвержденный правительством региона. Модульное кафе – это придорожный объект, рассчитанный на 15 посадочных мест. Есть своя кухня для приготовления пищи и комната для персонала. Удобства предусмотрены и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеется молельная комната. Роспотребнадзор ищет пострадавших от недобросовестных действий автосалонов. Региональное управление провело контрольные закупки в 3 торговых точках. Выяснилось, что в них навязывают дополнительные товары и дают недостоверную информацию об условиях их приобретения. Речь идет о компаниях «Транстехсервис», «Делион» и «МС Авто». В некоторых случаях автосалоны без согласия покупателя устанавливали дополнительное оборудование и требовали заплатить за его демонтаж. Роспотребнадзор подготовил в отношении салонов исковые заявления в суд. Съемочная группа телеканала БСТ сделала подарок своей телезрительнице. Сотрудники редакции новостей вновь пришли в гости к жительнице Салавата Уркие Ямгурчиной, которая к 20-летию канала связала 20 шалей. Наши журналисты решили отплатить за теплый подарок. Была организована небольшая распродажа, все средства от которой передали пенсионерке. Также наша съемочная группа пригласила зрительницу на экскурсию в телецентр, когда эпидситуация станет более благоприятной. В Башкортостане станет вдвое больше зарядных станций для электромобилей. В текущем году заработают еще 13 подобных объектов, сообщили в Центре управления республикой. Первая в Башкирии электрозаправка мощностью 60 киловатт открылась в Уфе в сентябре прошлого года на улице Трамвайной. Станция позволяет зарядить машину примерно за 20 минут. Сегодня в республике насчитывается 160 электромобилей. В Уфе сотрудники Минэкологии поймали рысь. Дикое животное разгуливало по территории подстанции Башкирэнерго по улице Рязанской. Впервые следы рыси работники предприятия обнаружили еще перед Новым годом. С камер наблюдения видно, что она приходила по ночам. В итоге на одном из излюбленных маршрутов животного была установлена ловушка. Возраст рыси около года. В день поимки зверя вывезли в Благовещенский район, где выпустили на волю. И понтонный мост за короткое время соорудят, и мину обезвредят, а при необходимости могут взять штурмом здание. Свой профессиональный праздник отметили военнослужащие инженерных войск России. Одна из таких частей дислоцируется на территории нашей республики, рядом с поселком Алкино-2. О том, как проходит службу бойцы 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, расскажет Руслан Батыргареев. Экипаж инженерной машины разграждения таким огненным препятствием не удивишь. Один проход и дорога расчищена. Следом идут штурмовики. По легенде, террористы заняли населенный пункт и организовали оборону, закрепившись в одном из жилых домов. Большая вероятность, что при подходе к зданию внутри расставлены всевозможные растяжки и взрывные устройства. Поэтому работает инженерно-штурмовое подразделение. Пути подхода к зданию преграждает еще один искусственный барьер. Командир отряда принимает решение использовать многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», оснащенный ротируемым хватом. Установка управляется с дистанционного пульта. Начинается штурм самого здания. Для защиты от пули и осколков личный состав экипирован специальными бронекомплектами. Они способны уберечь грудь и спину от пуль снайперской винтовки СВД с расстояния 5 метров. Дополнительная защита — такой вот бронещит весом 40 килограммов. А моргающие на нем фонари используются больше как отвлекающий противника элемент. После захвата здания в работу вновь вступает робототехнический комплекс «Уран-6», но уже оснащенный тралом. Он протраливает землю, да, и воздействует на взрывчатые вещества, заставляя их детонировать. Робот полностью находится на дистанционном управлении и позволяет оператору находиться в безопасном расстоянии до 1 километра. В Центральном военном округе они появились вот совсем недавно. Да, мы первые испытатели, так сказать, данных роботов. Современная техника, тем более роботизированная, это хорошо, но без четверолапых в их деле не обойтись. Собачий нос — лучший анализатор запахов при поиске взрывчатых веществ, говорит Виталий Белюшин. В очередной раз немецкая овчарка по кличке Дана со своей работой справилась на отлично. На что они приучены, на что они работают?
Обнаружение, поиск взрывчатых веществ, взрывчатых устройств. Обозначают тротил, пластид, гексоген. Разбирается хорошо. Натренирован достаточно хорошо. Я с ней с 2019 года. А это уже прохождение штурмовой полосы. Тренировки здесь проходят 2-3 раза в неделю. Препятствия специально разработали для инженерных войск примерно 2 года назад, когда вновь были созданы штурмовые подразделения. Знаете, это начиная с Великой Отечественной были штурмовые войска. Просто об этом особо так не распространялись. А штурмовые войска первые начали еще в Великую Отечественную появляться. Да, инженерные штурмовые войска, которые шли первые, разминировали минные поля, после чего шла уже пехота в наступление. Шли танки, пехота и так далее. Не только в реальных условиях отрабатывают свои навыки военнослужащие. Большую помощь в подготовке бойцов оказывают новейшие тренажеры. Например, здесь обучаются управлению инженерной машиной разграждения. Как и в кабине настоящей бронированной гусеничной машины, механик-водитель чувствует все кочки и ухабы. Цена ошибки здесь, конечно, не высока, как в реальном бою, но ответственности не меньше. Умный тренажер фиксирует малейшую помарку и отклонение от заданного маршрута. А это уже навигационный тренажер буксирно-моторного катера. Военнослужащим 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа приходится осваивать разную технику. Ведь перед их войсками стоят большие задачи. Это не только инженерная разведка противника, возведение окоп, траншеи, устройство полевых сооружений. Также они занимаются взрывными работами, разминированием местности и объектов, оборудованием переправ на водных преградах и не только. Руслан Батыргареев, Булат Садриев и Мунир Вильданов. Итоги недели. Чешминский район. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.